Американские сенаторы поставили на повестку дня уйгурский вопрос после того, как Палата представителей приняла законопроект по защите прав уйгуров. Сенатор штата Флорида Марко Рубио заявил, что настало время призвать Китай к ответу за содеянное в Восточном Туркестане. «Сегодня все мы являемся уйгурами. Репрессивная политика китайских властей – не что иное, как нарушение прав человека и неуважение ко всему человечеству», подчеркнул сенатор Боб Мендес. Помощник руководителя Всемирного уйгурского конгресса Омар Канат встретился с помощником секретаря по азиатским и тихоокеанским странам Ранделом Шивером. Стороны обсудили ситуацию в Восточном Туркестане и геноцид, учиненный китайскими властями над уйгурами. Омар Канат поблагодарил Шивера за его поддержку. С другой стороны, глава Народного собрания Восточного Туркестана Сеид Тумтюрк встретился с бывшим премьер-министром Турции и главой парламента Бинали Йылдырымом. Принявший участие на собрании представителей тюркского мира, Сеид Тумтюрк подробно осветил вопрос Восточного Туркестана. По предложению президента Турции и единогласного принятия стран-участниц Совета тюркских народов, основатель и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был пожизненно объявлен почетным главой Совета. Являющийся главным центром экономики, энергетики и коммуникаций в регионе, Казахстан продолжает вносить огромный вклад в развитие тюркского мира и укрепление его позиций на международной политической арене. Президент США Дональд Трамп подписал указ о дислокации дополнительных войск на Ближний Восток. Об этом Трамп сообщил незадолго до вылета в Японию на пресс-конференции, прошедшей во дворе Белого дома. Трамп подчеркнул, что дополнительные 1500 солдат будут обеспечивать безопасность военных, находящихся на Ближнем Востоке. В рамках мегапроекта Starlink американская компания SpaceX запустила 9 ракет с 60 спутниками на борту. Проект позволит подключаться к интернету без фиброоптических кабелей и наземных серверов. До 2020 года планируется запуск 12 тысяч спутников. Таким образом, компания сделает интернет доступным даже в таких удаленных уголках планеты, как пустыни и океаны. При этом скорость передачи данных будет достигать 1 гигабайта в секунду. На главной площади Лиона прогремел взрыв. Ранено 13 человек. Местные СМИ сообщили, что объявлен розыск подозреваемого, который оставил сумку с бомбой и скрылся с места преступления на велосипеде. Эммануэль Макрон подчеркнул, что это был теракт, и выразил свою поддержку пострадавшим во время взрыва.